Главный кардиохирург страны сегодня руководит Южным региональным научным центром сердечно-сосудистой хирургии Джалалабада. Но в свободное время, правда, у него его практически нет, работает в частной клинике в Бишкеке. Работать с каждым годом становится легче, признается он, в силу того, что появляются новые технологии, методы лечения, оперирования. Но и пациентов становится больше, особенно среди молодых людей. Причин много. Вредная еда, сидячая работа. Кардиостимуляция. В горных районах или в отдаленных селах жизнь протекает по-другому. Все сложнее. Чаще всего проблемы с сердцем появляются у жителей именно этих местностей. Холод, простуда. Мало кто знает, что все это влияет на работу главного органа человека. Уникальных операций с самыми неожиданными поворотами событий, но всегда удачных в его профессиональной деятельности было немало. Но запомнил он ту операцию на сердце, которую проводил без электричества. Закончить начатое хирургу помог обычный телефон коллеги. После операции прошло 6 лет, но до сих пор его смелость и риск помнят многие. Ему горько за сегодняшнюю медицину страны, ведь случаев с отключением света много, а главное ведь спасти жизнь человека. Больных и нуждающихся в проведении операции на сердце все больше, а возможностей все меньше. Ресурсов нет. Таких случаев, когда отключают свет, немало. Мы буквально стоя перед операционным столом и человеком рискуем его жизнью. Каждый хирург должен делать в день только одну, ну ладно, 2 операции, но не больше, потому что устаешь. Каждый раз, когда он заходит в операционную, то задается вопросом, а смогу ли я спасти сердце человека, потому что это главный человеческий орган, важный орган. А для хирургов еще и красивый. Но если орган этот бьется, самая большая трагедия для кардиохирурга, если пациент не встанет с операционного стола. Простой человек, когда видит сердце, пугается. Но для нас, кардиохирургов, это самый красивый орган. Говорят, сердце можно остановить одним словом, и это правда. Поэтому в обыденной жизни нам стоит всегда задумываться об этом и не огорчать людей, близких, потому что при слабой работе сердца люди долго не живут. Важно не огорчать людей, потому что слово можно убить, слово можно спасти. И это высказывание напрямую связано с работой сердца. Свою жизнь он полностью посвятил спасению. За свою деятельность проделал больше 6000 операций. Отец 3 детей, все они по его стопам трудятся в медицинской сфере, а именно спасают сердца людей, а значит жизни. Элиза Балбакова, Тазагуль Эмильбекова, Эрмек Раимбеков, Нью ТВ.